Расскажите, вот, с чего начиналось ваше участие в спецоперации? Ну, именно конкретно наш полк, специальный полк полиции имени Героя России Ахмата Абдулмухамедовича Кадырова. В конце марта у нас была первая командировка в город Мариуполь по зачистке города Мариуполя, по освобождению, помощь гражданам местным. Ну, много задач было у нас. Справились мы хорошо, все отлично у нас получилось. Без потерь, были минимальные потери, как и среди погибших, среди раненых. Но я думаю, что мы себя показали очень хорошо, достойно. И в дальнейшем уже мы кое к чему научились, уже знаем, как там работать, что нам нужно. И взаимодействовать с другими подразделениями, как Росгвардии, так и Минобороны. Вот когда вы только дошли до Мариуполя, доехали до Мариуполя, Да. Расскажите, что вы первое, что вы увидели, как вас встретили не только вооруженные силы Российской Федерации, но и местные жители. Приехали мы уже на специальную базу, подготовленную для нас. Условия были созданы хорошие, как и для проживания, так и условия обеспечения продуктами, техникой, идеально все было. В самом городе Мариуполе гражданские были очень рады, то, что мы приехали, выражали свои чувства, то, что мы как приехали как освободители, то, что благодаря нас уже там была какая-то свобода, и у самих граждан местных была надежда уже на будущее. Ну, конечно, все были рады, мы помогали как могли, так как от нашей республики часто привозили гуманитарную помощь именно от фонда имени Ахмата Кадырова. Всегда месяц, раз, два, три, помню, мы помогали, разгружали. Местные граждане были счастливы, то, что все так налаживается. Сейчас уже там обстановка хорошая в Мариуполе, люди же спокойно живут, слава Аллаху. И вот так я считаю, то, что наш выезд туда привел к чему-то хорошему для меня. Во время этой специальной операции, где мы не были, как и в Мариуполе, так и в Луганской области, они всегда отступали. Наши ребята, даже посмотрите видеоролики, доклады всякие, наши ребята показали себя там отлично. У нас изначально полк сформирован так, чтобы и в лесной местности, и в городской местности штурм выполнения любых задач. Мы готовы на 100%, полк готовится уже не первый год. И мы были готовы уже, когда приехали, уже выполнять поставленные задачи. А все задачи были поставлены именно главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем. Цели, все это корректировалось именно Рамзаном Ахматовичем. И благодаря такой правильно выставленной военной политике, скажем, мы добились больших результатов. И, конечно же, украинские военные, которые воевали непосредственно с нами, бежали, теряли, у них были большие потери. У нас все это зафиксировано, это много снимали, это показывали. Мы добились своего результата. Мы очистили город от этой нечисти. Задачи были разные, но основная цель была правильное выставление, построение людей, расстановка по задачам. И в основном всегда уделялось тому, чтобы было мало жертв с нашей стороны, что мы никуда не спешим, надо работать умно, грамотно. И глава республики это всегда отмечал. И хотел бы еще отметить то, что именно наш командир специального полка полиции Замид Алиевич всегда уделял этому вопросу большое значение, так как никак мы всегда пытаемся, каждый человек, выжить на войне. И он это знал и переживал за ребят, и нас берег очень. И большое благодарность, можно сказать, и Рамзану Ахматовичу, и руководству нашего полка, то, что проявляли такое внимание для наших бойцов во всех планах, во всех направлениях. Но после того, как мы вернулись с Мариуполя, после того, как был полностью очищен город Мариуполь, мы приехали, отдохнули немного, и вторая уже наша командировка была в Луганскую область. Работа проводилась по городу Попасный, Камышеваха, Малая Камышеваха, и дальше уже мы дошли до Лисичанска. В этом направлении нам было уже более удобнее работать, потому что после Мариуполя мы уже знали, как надо работать, какие уже цели, как с ними
работать, какую технику, с кем взаимодействовать, какая боевая техника уже тяжелая нам будет нужна. Также работали с беспилотными операторами, которые вели наблюдение и корректировку, все, короче. Ну, уже было нам удобнее, у нас была практика в этом направлении. С каждым днем уже, как мы видим по общим показателям, то, что сейчас происходит на Украине, есть места, которые уже свободны от нацизма, от Бандеры, от их каких-то пыток, от всего этого. Люди уже больше с каждым днем начинают верить в то, что все будет хорошо. И с каждым разом, когда мы куда-нибудь прибываем, видно уже со стороны то, что люди уже рады нам, и то, что они знают, то, что если мы пришли, то значит будет свобода, то будет безопасность, то есть какое-то будущее для них, для взрослых, для детей. Ну, видно уже, что люди уже рады нам и надеются на светлое будущее. Вы знаете, вот про конкретных людей я не буду говорить, но у каждой спецоперации, у каждой какой-нибудь вылазки или какой-нибудь захвата чего-то ставится цель, ставится специальная группа, которая отрабатывает свои задачи. Главное, что бывает, чтобы человек, поставленную ему задачу, ни больше, ни меньше, просто выполнил задачу. Если это все вместе, они начинают работать, и это все приводит к большому результату. Главное, чтобы каждый человек знал свою идею, задачу. И когда человек знает, не надо ему делать больше, меньше. Он выполняет, и в общем это происходит, то, что уже цель, она уже как бы можно поставить точку. То есть положительно оцениваете? Да, положительно. Главное, чтобы группа, которая идет на захват или какую-то спецоперацию, то, что они было все согласовано, взаимодействовано, чтобы они слушались свое командование. И тогда уже любая группа, тем более у нас в республике, к этому очень большое внимание проявляется во всех спецподразделениях, благодаря Рамзану Ахматовичу. Мы готовы, нас всесторонне поддерживают, финансируют, помогают. И еще плюс мы чеченцы, мы такой народ, который есть дух. Замид Алиевич, непосредственно лично мой командир, с которым я уже работаю не первый год, уважаю его как командира, как товарища, как брата своего. Он потрясающий, идеальный стратег, выполняет поставленную задачу от А до Я до конца. Что бы там ни было итоги, но мы выполняем нашу поставленную задачу до последней точки, до завершения. Как командир, он переживает за своих ребят, ценит каждого, уважает каждого одинаково. Лично даже можно сказать, что знаком с каждым. И благодаря его вот этой правильно поставленной тактике во время войны у нас было мало потерь. Ребята ценят то, что он делает для нас. С таким командиром можно хоть на любую войну, хоть куда пойти. Планируете ли вы вернуться туда, на Украину? Как будет команда главы республики, мы в любое время, хоть час, прям готовы выдвинуться в любую точку мира и доказать, как наш девиз говорит, в любом месте, в любое время, любые задачи. Это девиз специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова, МВД Чеченской Республики. Мы готовы выдвинуться в любое время и показать, на что мы способны, как показывали на прошедших двух наших командировок.